Большой, огромный и пламенный привет тебе, родная республика. Постепенно заканчивается первый месяц осени, но это не повод для грусти. Природа еще порадует нас яркими красками осенней листвы и бодрящим ветерком. В эфире «Студия 11». Как и прежде, мы готовы показать вам интересные сюжеты и познакомить с хорошими людьми, которые живут в нашем краю. Ну что, поехали! Лес богаче царя. В Национальной галерее работает необычная экспозиция. Любители побегать. Группа спортсменов из Сыктывкара приняла участие в московском марафоне. Как это было? Сажаем в зиму. Как заранее подготовить для себя первый урожай? Наверное, каждого нашего земляка можно назвать человеком леса. Что уж говорить, даже сыктывкарцам из любой точки города к елям и соснам можно добраться буквально за 20 минут. И это пешком. В Национальной галерее Коми работает большой выставочный проект «Лесные люди». Что там можно увидеть, расскажу через мгновение. В старину говорили «лес богаче царя». Для республики, которая на 80% состоит из тайги, это очень важная мысль. Подчеркнув особый статус нашего природного зеленого богатства, Национальная галерея отдала Коми-Парме весь первый этаж. 8 разделов, больше 500 экспонатов. Все это в рамках проекта «Лесные люди». С одной стороны, это название книги Александра Круглова, которая вышла в 19 веке «Лесные люди». Он сам был наполовину коми, приехал сюда, коми-язык понимал и очень хорошо описал, в общем, как здесь люди живут. И одна из его таких вот, наверное, его замечаний, что коми-люди – это лесные люди. Он даже вот коми-морт выводил как лесной человек, собственно говоря, и говорил о том, что коми-люди, они очень связаны именно с лесом, вся жизнь их связана с лесом. Идея создания подобной экспозиции зародилась у Надежды Беляевой несколько лет назад. Она признается, что лес уже давно вплетен в ее судьбу, и даже уезжая за пределы Коми, наша героиня тоскует по родным елям и соснам. Раздел «Лес» начинается с афортов Ивана Шишкина из фондов галереи. Живописец-пейзажист был одним из первых, кто на своих полотнах стал изображать привычную русскому человеку природу. Тут же картины, сюжеты которых рассказывают об охоте. И звери, воплощенные в скульптуре. Самые разнообразные снасти, даже коми-промысловый календарь здесь с секретом. В прошлом году в залах Национальной галереи состоялась первая биеннале современного искусства. И у нас осталась в фондах работа Recycle Group, это молодые современные художники, которые работают с дополненной реальностью. И скачав приложение через QR-код, мы можем навести смартфон на коми-промысловый календарь и попасть в тоннель, который отправит нас в прошлое. Дерево сопровождало жителей нашего края, пожалуй, всю жизнь. В этом главная мысль раздела «Дом». Колыбель, баня, игрушки, изба, хозяйственные постройки, внутреннее убранство, жилища. Все мастерилось, строилось и собиралось из лесных даров. Даже иконы писались на досках, а для храмов вырезали деревянную скульптуру. Сейчас ее называют пермской. Так совмещали христианские сюжеты и языческие традиции. В этом зале можно познакомиться и с коми-бытом. Вот, например, приспособление для терки картофеля. Как вы понимаете, сюда загружался картофель, терли, а потом получали крахмал. А если пройдем сюда, увидим вот такой интересный инструмент. То ли ножницы, то ли щипцы. Знаете, для чего это? Для того, чтобы коми-женщина была красивой. Его нагревали, а потом делали кудри. Тема леса раскрывается с разных ракурсов – искусствоведение, этнография, культурология, экономика, экология и биология. Об интересе к этой теме говорит и тот факт, что экспонаты брались не только из фондов галереи. Своими алмазами с музеем поделились ведущие предприятия региона, университеты, центры народного творчества. Это небольшие карандашные наброски Александра Холопова. Если в них всмотреться, можно примерно представить, как выглядел Сыктывкар, тогда еще Усть-Сысольск, в послереволюционные годы. Здесь же на этой стене можно познакомиться с архитектурными проектами. Вот церковь, дом спорта и народный дом. К сожалению, ни один из этих проектов воплощен в жизнь не был. Время безрассудного использования лесного богатства прошло. Теперь нужно учиться гармонично сосуществовать с нашей Пармой. «Лесные люди» — это не просто экспозиция, это площадка для размышлений, которая подталкивает зрителя к диалогу с самим собой. Какое значение имел лес в жизни людей прошлого? Что мы можем сделать, чтобы сохранить его для будущих поколений? И в конце концов, лесной ли ты сам человек?
Наши земляки приняли участие в большом спортивном празднике под названием «Московский марафон». На этот забег съездила целая группа атлетов. Сегодня представители клуба бегунов у нас в студии 11. Узнаем, как им дался московский марафон. Александр, Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте, Елена, с вас начнем. Почему решили все-таки поучаствовать в этом большом празднике спортивном? Это было для того, чтобы испытать себя, для того, чтобы принять участие в таком массовом забеге. Он является самым главным в России. Это ваш первый марафон? Это мой первый марафон. А ваш, Александр? У меня уже не первый, официально он третий, неофициально он 5-й или 6-й, точно не скажу. Ну, вам, наверное, попроще далось, все-таки не впервые уже. Ну да, уже нет страха какого-то к этой дистанции. Я знаю, что на московском марафоне можно было пробежать несколько дистанций на выбор. Вот какие дистанции вы бежали? Я бежала 42 километра, а была дистанция еще 10 километров. То есть, так скажем, с места в карьер 10 километров пробовать не стали, сразу 42. И вы тоже 42 километра. Да. Как долго бежали? У меня вышло время 3 часа 13 минут. А у вас? 3 часа 43 минуты. Ничего себе. Ну, я знаю, то, что с Республики Коми не вы вдвоем поехали, целая команда, как я уже сказала, отправилась в это замечательное спортивное путешествие. Как много человек поехало в Москву? С Республики Коми было более 30 представителей. Каждый из них выполнил, так скажем, лучший свой результат. Приехали все с личными результатами. 3 атлета у нас выбежали из 3 часов. Вот. И остальные ребята тоже обновили свои личники. Кто-то первый раз пробежал марафон. Это очень здорово. Вот как раз у Елены. Покажите нам медаль, похвастайтесь, какая она красивая. Как я понимаю, дали ее тем, кто добежал. Тем, кто с дистанции сошел, такую уже не дали. Ну, кто финишировал, да. Здорово. Это медаль финишера. Вы бы опыт повторили такой? Вот в первый раз все-таки бежали? Думаю, да. Мне понравилось. Очень много эмоций. Если говорить о сложностях, с какими вы столкнулись? Может быть, водичку не давали, пить безумно хотелось? Или никаких сложностей не было, все прошло гладко? Сложности были, наверное, менее опытные бегуны, которые во время дистанции к пункту питания, когда подбегали, есть такие термины, показать, если ты хочешь переместиться, показать, вот я перемещаюсь вправо. Но не все этого показывали, и, к сожалению, были иногда и столкновения. Вы бегаете постоянно. Я знаю, что к таким большим мероприятиям, как марафон, нужно готовиться. Как вы готовились к этой дистанции? Существуют специальные программы по подготовке к марафону. Они примерно 4 недели, да, Саша? 4 месяца. 4 месяца. 4 месяца. Ну, программа на определенное время, результат, который ты хочешь выполнить, получается, длится она 4 месяца. На каждый день дается свой план тренировки. Он 5-дневный, то есть это может как длительная быть тренировка, интервальная или короткая, там, в темпе марафона. То есть это и тренировки, и питание, да, какое-то, все вместе? Или только тренировки пока? Только тренировки. Ну и если говорить о личных результатах, расскажите, вы сами-то собой довольны? Да, я довольна результатом своим. Все-таки это труд, и он закончился таким положительным для меня результатом. И мы очень этому рады. А вы, Александр? Я тоже непременно доволен. В этом году в мае марафон я в Казани еще бежал. Пробежал его за 3:16. В Москве говорили, будет очень тяжелый марафон. Там горки прям, не то чтобы пугали, но предупреждали друзья. Но в итоге дался намного легче, чем казанский. И удалось скинуть 3 минуты с личного результата. С чем мы вас и поздравляем. Спасибо большое. Пусть спорта в вашей жизни будет как можно больше. Очень рады были повидать вас у нас в студии. Благодарим. Спасибо. Наверное, уже все владельцы садовых участков собрали свои урожаи и со спокойной совестью ждут предстоящую зиму с полными закромами. Но есть культуры, которые можно посадить, что называется, в зиму, чтобы по прошествии холодного периода собрать первый урожай. О том, что можно сделать дачникам и огородникам с наступлением первых заморозков, расскажет наш эксперт Александр Попов.
в наших условиях северных мы всегда сажаем основные две культуры. Это озимый лук и озимый чеснок. Почву мы уже подготовили, но в этом году по долгосрочному прогнозу достаточно поздно наступят холода. А лук и чеснок в первую очередь сажают уже практически в мерзлую землю. В этом году мы прогнозируем, что это можно будет сделать только после 20 октября. Под зиму сеют также морковь. У моркови очень плотные семена, и ей нужно большое количество влаги. Одновременно мы уходим от морковной мухи, которая повреждает. Ну вот, например, это второй посев. Первый посев мы уже сняли. Во втором посеве, хоть она и небольшая вышла, но тем не менее морковной мухи не поражена. Поэтому кто будет спешить в этом году, тот, естественно, людей насмешит. Всегда по температуре воздуха мы ориентируемся на те условия, где мы проживаем, где мы выращиваем тот или иной урожай. Если, например, в Сыктывкаре это после 20 октября, то, соответственно, чем севернее, тем это будет раньше. Возможно, даже на 10 дней, возможно, даже конец сентября. Я, к сожалению, не смотрел прогноз тот, который был на северах. Что касается, кстати, луковичных цветов, то тюльпаны в этом году также сажаем после 10 октября. Раньше нельзя, потому что их либо побьет заморозком достаточно сильно, когда они прорастут, либо все-таки грызуны еще ползают и едят. Всем хороших урожаев! Тем временем мы подошли к середине выпуска. Продолжим нашу программу сразу после короткого перерыва. Не переключайтесь! И снова мы в эфире. Всем привет, кто только подключился. Впереди 10 минут интересной и полезной информации. Поехали! Готовы помочь в любую минуту. Знакомимся с профессией врач скорой помощи. Танцующие бабушки. Знаменитые Грэннис отправляются в гастрольный тур по Коми. Эта экстренная служба всегда на дежурстве и готова помочь в любой момент. На дороге мы всегда должны уступать, когда видим карету скорой помощи с включенным проблесковым маячком. Ведь на счету каждая секунда. С представителем такой важной профессии, как врач скорой помощи, познакомился Илья Зубов. Сегодня в необычном антураже, в том самом, в котором спасаются сотни жизней, может быть, не ежедневно, но за очень короткий срок. Лев Геннадьевич, врач скорой медицинской помощи. Здравствуйте. Здравствуйте. Без пафоса огромное спасибо вам за труд, которым вы занимаетесь много-много лет. Мы привыкли заслуженно романтизировать профессию медиков. Это и сериалы многочисленные, и фильмы. Мой любимый сериал – это «Клиника», вообще, который, мне кажется, раскрывает врачей со всех сторон и показывает не самую простую сторону их работы. Вот не романтизируя, с чего начинается рабочий день врача скорой помощи? Вот первое, что вы делаете, придя сюда, на станцию. Придя на станцию, здороваюсь со своими коллегами, которых всегда рад видеть. Получаю свой рабочий компьютер, планшет, на котором регистрирую себя, что я пришел и готов приступить к работе. Мой сигнал о том, что я регистрируюсь, улетает в нашу диспетчерскую, где мне объявляют, кто мне пришел в бригаде сегодня, и начинаю ждать первого вызова. Моя смена начинается в 7:30, в 7:45 поступает первый вызов, и мы едем туда, куда нас посылает наша работа. Диспетчер-эвакуатор присылает нам первый вызов. Сколько длится ваша смена? Моя смена длится 12 часов. Я работаю не совсем стандартно. У нас большинство медиков любят работать сутками, а я работаю уже последние 2 года полусутками по 12 часов. Вам хватает? Мне хватает, чтобы уйти, чтобы не только прийти с хорошим настроением на работу, но и уйти домой с хорошим настроением. Ну и раз приходится работать с детьми, эмоциональной составляющей, вы ежедневно, тем более, если видите нездорового ребенка, которому нужна помощь, это наверняка эмоционально не с первого месяца, не с первого года получается к этому привыкнуть и относиться, адекватно, что ли. Как вы работаете с собой или работали, как вы сломали себя в этом смысле, чтобы, видя каждый раз нездорового, больного ребенка, не терять там веру в что-то хорошее, если заканчивается все не так хорошо, как хотелось бы, скажем так? Несмотря на долгое время контакта с больными, я все равно их
люблю. Люблю и стараюсь так, чтобы и пациент полюбил нас. Стараюсь относиться к ним с душой, с любовью, применяя все свои знания. Хочу, чтобы мои пациенты, в том числе и маленькие пациенты, в меня верили, что я окажу помощь, что я помогу их спасти, что они будут здоровы. Известный в нашем крае коллектив танцующих бабушек Грэннис выиграл гранты главы республики и теперь планирует съездить в самые отдаленные уголки Коми с концертами, чтобы показать на своем примере, что возраст – это всего лишь цифра, а душа вечно молода, и даже в золотые годы можно и нужно сохранять активность. С руководителем коллектива пообщалась моя коллега Евгения Кладкевич. Дина Ивановна, вы выиграли грант на развитие такого замечательного проекта, который называется «Жизнь продолжается», очень важный, очень нужный для пожилых людей. Расскажите, пожалуйста, по каким же селам и деревням вы будете ездить? Поедем в села такие, как Часово, Гурьевка, Вомын, Вичкадор, Кайгородок. То есть те населенные пункты, где небольшое количество людей. Хочется показать, что мы, люди пожилого возраста, не должны отчаиваться, а жить полной жизнью. Танцевать, петь и радоваться. Да, танцевать, петь и радоваться. И Совершенно. наверняка вот в таких маленьких населенных пунктах дома культуры, если и есть, то они тоже небольшие. Маленькие они, старенькие. Я, во-первых, чтобы знать, когда и выехать, я обязательно спрашивала, какой клуб, сцена есть или нет. Поэтому едем мы 40 человек. 10 человек вокальная группа, хоровая, и 30 человек танцевальная. То есть целой программой, рассчитанная на 45 час. Такой настоящий концерт. Настоящий концерт. Очень многочисленная у вас команда. И вот расскажите тогда про программу. Какие номера будете показывать? То есть, если танцевать, то под какие песни? Программа у нас посвящена столетию Коми Республики. Во-первых, танец называется, например, «Моя деревня». Мы танцуем, вокальная группа поет. Затем «Рябиновый край», «Родные просторы». Это все о нашей, говорится, как Коми-земле. Но инновацией нашего этого проекта, что после концерта или до концерта будем делать мастер-класс. Во-первых, по танцам, затем мастер-класс по рукоделию. Будем делать из ткани бусы. И будем также делать обереги, куклы-обереги. Они обязательно... Люди с удовольствием такие вещи делают. И еще хочется сходить маломобильным гражданам, которые не могут выйти из дому. Вместе с социальным надомным работником сходим еще людям на дом с вокальной группой, подарочки дадим им. Сколько дней у вас заложено на реализацию данного проекта? Потому что населенных пунктов у вас довольно много. И программа, как вы только что озвучили, обширная. Обширная программа. Но мы готовимся уже год. Постановка танцев, постановка этих песен. Потом тренировались мастер-класс, как делать эти куклы-обереги, как бусы делать. Это все мы здесь, как говорится, подучились. А сколько дней будете ездить по деревням, поселкам? В основном суббота и воскресенье. В течение сентябрь, октябрь, ноябрь. Я бы даже сказала, знаете, такой некий предновогодний подарок. Пускай сильно заранее, но тем не менее. Да. И посвященный 2 октября едем мы в Часово ко Дню пожилых людей. Очень здорово. Мы поедем к 8 октября, к празднику, там районный какой-то праздник, и обязательно примем там участие. Очень здорово, очень хороший проект. Я его поддерживаю как молодое поколение. Мне прям очень нравится. И пару слов буквально, почему бабушкам, дедушкам стоит посещать, не просто посещать такие мероприятия, но приходить в дома культуры, танцевать, петь. Дело в том, что дети этих бабушек и дедушек разъехались. И они одинокие, остались. Мне их так жалко. И хочется, чтобы они пришли, посмотрели на нас и сделали какое-то изделие
на память. Как-то, чтобы не... может, даже в каком-то селе может создаться какой-то маленький коллектив с 4, 6, 5 человек. Это прелесть была бы. И тогда жизнь пожилых людей наполнится творчеством, радостью, музыкой и танцами. И вот сейчас мы находимся в зале для репетиций. Здесь вот кто-то топает ногами, кто-то готовится танцевать. И предлагаю заглянуть, так скажем, за кулисы и посмотреть, как же вы репетируете. Верность долгу и отчизне, забота о близких, умение решать самые сложные задачи, оставаясь при этом человеком с большой буквы и русским офицером. Сегодня в нашем эфире фильм из цикла «Земляки». Он посвящен Александру Алексееву, герою России, офицеру ФСБ. С папой мы обычно разговаривали, когда утром я шла в школу, а он на работу. Нам просто было по пути. Идти было где-то минут 30, и в это золотое время мы действительно говорили обо всем на свете. Иногда папа просто под настроение от души напевал мне любимые песни, его и мои теперь. Это было здорово и незабываемо. Для дочери он был заботливым папой, для жены – любящим супругом, для друзей – верным товарищем, а для страны – настоящим героем. Любимец класса, а потом и института, улыбчивый, творческий и спортивный, настоящий лидер. Александр Алексеев сохранил о себе добрую память. Очень сильно он проявлял себя в этих творческих вечерах, которые проходили в школе. Самостоятельно научился играть на гитаре и, как говорится, был звездой сцены. Да, девчонки в него так с большими глазами, влюбленными, ждали, когда он выйдет и начнет играть. Ну и голос у него был такой приятный, задушевный. Тогда же было модно песни петь под гитару. Друзья вспоминают, он всегда трепетно хранил память о Великой Отечественной войне, чтил ветеранов и сам пошел в армию без всяких сомнений. И таким же естественным был выбор профессии – служить Родине. Он стал сотрудником органов госбезопасности. Александр Иванович очень быстро вникал в работу. Почему? Потому что его усидчивости можно было только позавидовать. Был действительно очень любознательный человек. Его интересовали многие вещи. На него очень серьезное влияние оказали фронтовики тоже, которые еще служили в органах безопасности. Александр Иванович застал. Очень доброжелательный, симпатичный, такой располагающий к себе человек, умеющий работать с людьми, общаться с людьми. Вот такого человека органы государственной безопасности и заметили. А потом случилась Первая Чеченская война и звание Героя России посмертно. Всегда ведь русский народ, он не нападал, он защищался. И всегда для него Родина, Отчизна – это было святое. Потому что, защищая Родину, ты защищаешь своих близких. Не участвуя во всех войнах. Но ему было дано, и он это как предвидел, и он это все грамотно поступал. Он, заботясь о личном составе, в то же время не забывая об обороне. Он ранен в одну ногу, ранен в другую ногу. И уже с 2 ранеными ногами они выходили с общежития. Было 5 или 6 ранений, кроме того, что ноги были. И одна из ран была в сердце. Спасибо, кто-то ему в руку вложил бумажку с надписью «Алексеев». Истинно русский офицер, преданный своей родине и своему делу. Смотрите сегодня в 20:00 на Юргане и 1 октября в 18:00 на ОТР. Фильм «Александр Алексеев» из цикла «Земляки».
Происходящие вокруг нас события никого не оставляют в стороне. Каждый откликается по-своему. Ксения Мишарина свои эмоции выражает в стихах, которые публикует на своей странице ВКонтакте. Отставить страх. Такая ситуация. В сынах своих нуждается страна. В России началась мобилизация, чтоб кончилась всемирная война. Ведь мы сейчас в бою не с Украиной, а с теми, кто ее поработил и, прикрываясь дружеской личиною, ее боеприпасами снабдил. Кто исказил в ней русскую историю и ненавистью к предкам напитал, и вырастил свою аудиторию, вложив в нее огромный капитал. Ее руками, что в крови умытые, хотел удары наносить по нам. А в нас очнулись силы позабытые, и дедом побежденная война. Сыны России, встаньте за Отечество. Пусть смелость движет вами в трудный час. Освободите наше человечество, а мы сердцами молимся за вас. Оставайтесь всегда активными и с хорошим расположением духа. К этой минуте у нас все. Вы смотрели «Студию 11». До встречи в эфире.